Добрый день, дорогие друзья! День Победы в России – самый почитаемый праздник. В наших сердцах будет вечно жить благодарность участникам Великой Отечественной войны, живым и мертвым, тем, кто спас мир от фашистской чумы, отстоял право людей быть свободными. И в преддверии 75-летия Великой Победы я хочу выразить свою благодарность всем ветеранам за мир и жизнь на земле. Они являются нашей великой гордостью, эталоном и примером для подражания. А теперь я хочу рассказать вам о своем прадедушке, Имате Каюмовиче Аширове, который родился 1 июля 1906 года в селе Октябрьском Неверкинского района. В 1924 году забрали его в армию. 3 года отслужил и в 1927 году вернулся в родное село. Через 2 года, в 1929 году, женился. Родились 3 детей. А в 1941 году, как началась война, забрали его на подготовку в Сызрань, а затем отправили в Волховский фронт. По его рассказам, каждый советский боец Волховского фронта помнит, как страшны артобстрелы в лесу, когда щепки превращаются в шрапнель. Вспоминая моего деда, как рассказал он своим детям, ледоход для бойцов этого фронта был погибелью, без резервов и снабжения, а леса и болота могут проглотить в себя целую армию, как проглотили вторую ударную. Одним словом, там были леса и болота, а немцы не зря его назвали, это место, адом. В 1943 году мой прадедушка получил контузию, и его демобилизовали. После долгого лечения, после войны, в мирное время, у него родились еще раз 3 детей. Особо он не любил рассказывать о подробностях войны, так как ему становилось очень плохо. У него были и награды, и медали, но, к сожалению, на сегодняшний день не сохранились. Весной 1973 года, в марте месяце, его не стало. Вот такой жизненный путь был у моего прадедушки, Имате Каюмовича Аширова. Он в наших сердцах будет вечно жить. Мы должны помнить, ценить и гордиться такими людьми, как мой прадедушка.